Браво! Очень интересная история. Видно, что школу ценят и уважают. Ой, кажется, я не представился. Я инспектор Максимус с галактики Успеха. Прилетел на вашу планету, чтобы выбрать одну из лучших школ, которая попадет в лигу самых успешных школ всех планет и галактик. А вы, я так понимаю, директор этой гимназии. Совершенно верно. Я директор этой гимназии. Очень приятно видеть таких высокопоставленных гостей на нашем празднике. Может быть, вы с работы устали? Может, мы пойдем ко мне в кабинет, попьем кофе и поговорим о наших делах? Нет, спасибо. Хоть я и летел к вам очень долго, я нисколько не устал. Хотелось бы сначала выполнить миссию, с которой меня отправили. У меня есть список критериев. Если вы будете им соответствовать, то обретете наш символ и будете внесены в Лигу лучших школ. Что вы еще как директор можете мне рассказать о вашей школе? Я считаю важным рассказать о тех людях, которые руководили школой со дня ее строительства. «35 лет назад к штурвалу школьного корабля встал Акимов Вячеслав Васильевич и дал успешный старт работе школы, сплотив многочисленный коллектив. С 1989 года по 1990 год школой руководила Оя Галина Григорьевна, которая успешно продолжила традиции, заложенные первым директором. С мая 1990 года по сентябрь того же года на посту директора была Вересова Татьяна Васильевна. С 1990 года по 1992 год во главе школы был Цыганок Петр Петрович. Коллегам он запомнился как открытый, позитивный и демократичный руководитель. С 1992 по 2007 год бразды правления берет Круглова Елена Николаевна. Она уделила большое внимание обучению персонала. Было организовано много курсов, так как Елена Николаевна безошибочно полагала, что современная школа должна идти в ногу со временем и освоить все ведущие методы и приемы обучения. С 2007 года по 2010 год школой руководит молодая, целеустремленная Дегель Лариса Эдуардовна. Школа начала преображаться в плане благоустройства и современного оборудования. Были отремонтированы спортивные актовые залы, мастерские и кабинеты трудов и рукоделия у девочек и мальчиков. Преобразился и компьютерный зал. В январе того же года, 2010 года, директором Солженовской гимназии становится Фомина Любовь Алексеевна. Школа получила стремительное развитие, обрела статус школы ЮНЕСКО, вступила в сеть предприимчивых школ, подключилась к сети школ, продвигающих здоровый образ жизни, увеличилось количество золотых и серебряных медалистов. Реализовывались международные проекты и открылись классы позднего, а затем и раннего языкового погружения. Директором с 2019 года. Так точно, да. И прошу на сцену подняться бывших директоров школ. Бывших директоров, как исследователей, не бывает.
Спасибо, что пригласили. Лично от себя, как директора, проработавшего 10 лет, хочу поздравить коллектив прекрасных женщин и мужчин тоже с юбилеем. Конечно, и выпускников, я знаю, что они в зале точно есть. И сегодня я в новом статусе, которым я очень горжусь, от президента Нарского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии я принесла подарок. Необычный подарок. Такого в Нарве нет. Но только в нашем клубе еще. Книга называется «Бренды Эстонии». Некоторых нет уже. Многими Эстония гордится. Я горжусь своим новым статусом и тем, что в воскресенье буду выбирать «Женщину года Эстонии». Вы гимназия, в которой есть чем гордиться. Вы первая русскоязычная школа Видавирума, которая в 2011 году получила звание школы ЮНЕСКО. Вы единственная школа в Нарве, предприимчивая школа, которую Лариса благословила. И у вас есть чем гордиться. Я не буду все ваши регалии перечислять. Храните, гордитесь этими вашими брендами. Желаю педагогам в нелегком вашем труде, конечно, оптимизма, энергии, душевной теплоты, потому что работа ваша нелегкая. Ветеранам здоровья. Ну а новому руководству желаю найти новые бренды и не забывать старые. Спасибо, Альберт. Спасибо. Так получилось неожиданно, что у меня вторая возможность еще раз пожелать вам всего самого доброго. Еще раз, я от всей души еще раз желаю вам здоровья, успехов, всего самого доброго и долгих лет. Нас ждут непростые времена, но я уверена, что вы справитесь. Спасибо. Спасибо. Еще хотелось бы пригласить на сцену директора клуба юных моряков. Да, прошу вас тоже на сцену. Мне также хотелось бы присоединиться к всем поздравлениям, которые были до этого, и пожелать этой школе, коллективу, с которым мы долгие годы сотрудничаем, успехов, хороших учителей, хороших учеников и двигаться такими же темпами вперед и достигать еще более высоких целей. И разрешите мне от имени нашего коллектива еще раз поздравить вас. Клуб юных моряков поздравляет вас с 30-летием деятельности в системе образования города Нарвы. Пусть развитие будет неуклонным, качество получаемых здесь знаний стабильно высоким, ученики пытливыми, педагоги талантливые, материально-техническая база постоянно обновляющаяся, репутация завидная, а перспективу выпускников после успешного окончания школы безграничными. С уважением и с юбилеем вас, коллектив нашего клуба юных моряков. Спасибо. Спасибо.
себя и от нашего коллектива, бывшего директора, с которым мы долгие годы сотрудничали, Любовь Фомину, за многолетнее сотрудничество. Наш первый морской класс сейчас в 8-м. Также приглашаю Наталью Варакину, также, которая тесно сотрудничает с нашим. Спасибо огромное. Я здесь, я с вами, я помогаю вести концерт. И, честное слово, еще поработаем. Спасибо большое. Еще раз всем хорошего юбилея. Алло? Да, здравствуйте. Нет, сейчас не могу. Ну если вы настаиваете, если это неотложное дело, то, конечно, я сейчас приеду. Я, конечно, извиняюсь, но как мы с вами продолжим проверку, если вы уходите? Ничего страшного. У нас очень прекраснейший и компетентный коллектив. И каждый может заменить меня и представить прекрасно нашу школу. Ну, например, Софья Сергеевна. Софья Сергеевна, будьте добры. Да-да, Роман Викторович, я здесь. Софья Сергеевна, Почему-то хотели? очень нуждаюсь в вашей помощи. Знаете, сейчас у нас очень важный гость, и мы должны настолько хорошо представить свою школу, чтобы у нас не было потом никаких предписаний. Но мне, к сожалению, надо быстро убежать. Вы могли бы меня подменить? Я? Я с удовольствием вам помогу. Ну и отлично. Софья Сергеевна, наша прекрасная ученица. Софья Сергеевна, а это наш инспектор Максимус, который приехал нас проверять. Если вы мне разрешите, я удалюсь. Спасибо. Очень приятно. Так что же вас интересует? Началась перемена. Сейчас будет немного шумно. Давайте продолжим после нее. Yeah.
такое? Извините, София Сергеевна. Саша, вот что у тебя за вид? Вот ты представь, если в нашу школу вдруг прилетят инопланетяне. Что они скажут, когда увидят твой портрет? Ну и что они могут сказать про меня? Увидят твой портрет, а там вместо твоего имени будет написано «Неряха». Ну и что? Они же все равно не поймут, что там написано. Тем более, а представь, кто-то из инопланетян подумает, что это красивое человеческое имя и назовут так своего ребенка. Или сочтут себя за великого физика. Ведь последняя запись у тебя на страничке ВКонтакте звучит так. Стоп! Я знаю. Быть может, это последняя запись на моей стене. Через несколько минут на мое тело, погруженное в видеоигры, начнут действовать 3 силы. Мамина, папина и интернет-отключительная. Только втроем они могут заставить меня делать домашнее задание. Так получается, я великий физик, который открыл новый закон. Вот это круто! Саша, приходить в школу ухоженным и в глаженных вещах. Вот это круто, а это просто твои фантазии. Иди быстро, приведи себя в порядок. Ну что ж, пожалуй, продолжим. Директор вашей школы рассказал мне о прежних своих коллегах. Может, вы что-нибудь расскажете о своих нынешних коллегах? Что-нибудь такое эксклюзивненькое и интересное? Что-нибудь такое эксклюзивное и интересное? Конечно же, у нас есть такое. Вот вы мне, наверное, не поверите, но в нашей школе работают учителя целых 35 лет. Чтоб мне не видеть Млечный Путь. 35 лет. Я очень хочу познакомиться с этими людьми. С удовольствием приглашаем на сцену Маргариту Титову, Елену Коронович, Юлию Малину, Людмилу Машкову, Людмилу Шулейко, Елену Старшову и Алевтину Петрову. У меня один единственный к вам вопрос. Какой совет вы, как учитель, дали бы себе, если бы вернули время на 35 лет назад? Но, наверное, принимая решение, нужно помнить о том, что ты играешь немалую роль в судьбе своих близких, учеников, их родителей, друзей, даже коллег. Собирать вокруг себя единомышленников. Это коллег учителей, родителей учеников наших. Постоянно двигаться вперед. Свято веря в то, что успех всегда будет. Ведь дорогу осилит идущий. Я бы сказала так. Будь уверенной, ты делаешь все правильно. Не бойся, вернее, не теряй уважения к себе. Потому что, уважая себя, ты научишься уважать и своих учеников, и доверять им. Готова учиться постоянно, даже чему-то совсем неизвестному. Как оказалось, правильно, потому что пришлось учиться и удаленному обучению тоже. Не пытайся доказать всем и всякому, что красота спасет мир, а все-таки надейся, что вода камень точит. Оставайся всегда в душе молодой. А еще на маму надейся, а сама не плашай. Малышка, не забывай о здоровье. От него, между прочим, очень много что зависит.
Здравствуйте, уважаемые зрители. К сожалению, немножко придется подождать, потому что я хотела бы наших коллег, которые ушли сейчас за кулисой, чтобы они спустились в зал. Планировалось, что они спустятся сейчас вот по лесенке, но не сориентировались и ушли за кулисы. Я бы хотела сказать, что 35 лет в Солдиновской гимназии — это не просто профессиональный стаж. Это для меня это означает, что работу, которую делали педагоги в этой школе, они отдавали не только свою душу, но и сердце. И поэтому этот музыкальный подарок звучит для вас.